О традициях, обычаях и нормах ингушей, роли женщины в семье и обществе. Открыть год семьи в Национальной библиотеке решили проведением круглого стола. Благополучная семья возможна только при помощи компромисса и диалога. Компромисс – это всегда, когда разделение каких-то обязанностей, это когда вы ответственно выполняете то, что вы должны делать на самом деле, а должны вы вообще по своему рождению, призванию и так далее. То есть, если вы идете в семью, вы заключаете договор. Если вы идете на работу, вы заключаете договор. Договор – это любая форма сосуществования в любой ячейке. В ноябре прошлого года Владимир Путин объявил 2024 год в России годом семьи. Век массовой глобализации, ценности, на которых зиждется общество, начинают утрачивать свою значимость. Все больше тех, кто норовит, что называется, уйти от корней, констатируют лекторы. От полноценной семьи зависит здоровье, психологическое здоровье общества подрастающего поколения. Это очень важно. И важно также проследить за этой работой, проследить за этими тенденциями, например, в сети интернет, которой мы сегодня уделяем очень небольшое внимание, незаслуженно небольшое внимание, поскольку заполняется она всем возможным другим контентом, нам все-таки надо поработать и в этом направлении тоже. Элина Базоркина – молодая писательница, которая затрагивает в своих произведениях тему семьи и взаимоотношений людей. Она уверена, что многие читатели вынесут пользу от их прочтения. Книги в первую очередь представляют строго наши традиции, наш народ. И весь сюжет и содержание придерживаются традиции нашего народа и нашей религии. Гости в зале согласны с тем, что ценности и традиции семьи и в наше время остаются важной частью жизни людей, помогают сохранить и укрепить единство семьи и общества в целом. Существуют такие моменты вроде пабликов или компаний, которые пытаются, в общем, эти семейные ценности разрушить, потому что это то, на чем держится государство, народы, и так далее. Вот. Я не могу сказать, что именно на Кавказе семейные ценности так яро разрушаются, потому что у нас они буквально на первом месте. Семейные ценности в ингушском обществе имеют глубокие исторические корни и играют важную роль в жизни людей. Семья учит, воспитывает, передает знания и опыт. И поэтому так важно беречь традиционные семейные ценности, основу основ. Главная наша цель, в общем-то, как всегда, просветительская. Мы хотим, чтобы наша молодежь, учащаяся, которая вступает только в жизнь, очень хорошо знала свои корни, свои основы, те ценности, на которых держится наше общество и наш народ. Это лишь первая встреча в рамках цикла различных мероприятий, которые планирует Национальная библиотека в течение года, посвященных семье. Тамара Хшагульгова, Сулейман Костоев, Магаз 24.